Доброе утро, Якутия! На календаре у нас сегодня замечательная дата. Сегодня 17 октября. Можно сказать, половина октября уже позади. Но и мы, как всегда, приветствуем всех наших утренних телезрителей, кто просыпается вместе с телеканалом Якутия-24 и НВК Саха. Позвольте, как всегда, в начале нашего эфира рассказать вам, что нас ждет в течение ближайшего часа. Ну, конечно, мы сегодня поговорим о полезных советах. И сегодня, основными темами будут, как правильно запомнить два слова – свекла и торты. Подсказки будут очень такими легкими. Я думаю, это будет полезно как для взрослых, так и для детей. Также сегодня у нас в студии будут гости утренние. Это специалист из Центра «Мои документы», который расскажет нам о секторе пользовательского сопровождения, который был запущен совсем недавно. Вот для чего он работает и как можно воспользоваться этим сектором, узнаем чуть позже. И еще мы сегодня поговорим о женщине, которая совершила рекорд, который был занесен в книгу Гиннесса. Она прыгнула с парашютом, а вот в каком возрасте, узнаете чуть позже. Ну и еще один гость сегодня нам расскажет о том, кто же такой консультант по управлению персоналом. Есть ли у нас в республике безработица и какова средняя зарплата в нашей столице. Обо всем об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Ну и как всегда мы начинаем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. В Заречной группе 20-11 градусов ниже 0. В южных районах 8 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе минус 4-0, в Нижнеленских до 7 градусов мороза. В западных районах 0 градусов минус 1. В Колымандигирской группе улусов до минус 25, в Янских 8-15 ниже 0. На северо-западе 8-17 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 2 градусов. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Мобильные доктора работают в Верхоянском и Абыйском районах. Уникальный и масштабный проект, инициированный главой Якутии Айсеном Николаевым, реализуется в условиях сурового арктического климата и огромных территорий Якутии с труднодоступными населенными пунктами. Врачи уже провели осмотры жителей населенных пунктов Такума, Адыча, Бурулах и Столбы. Командировка продлится до 24 октября. Врачи основной упор делают на лиц, состоящих на диспансерном учете у врачей-специалистов. Теплоэнергосервис региона списал пени на 3,4 миллиона рублей по итогам декады осенне-листопад. Сообщается, что во время проведения мероприятия, помимо списания пений, потребителям были погашены долги за коммунальные услуги на сумму в 19,5 миллионов рублей. Социальная акция по стимулированию платежной дисциплины потребителей проходила во всех филиалах АО «Теплоэнергосервис». При этом возможность оплаты по ранее выставленным счетам без пений была предоставлена всем категориям абонентов, проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Власти Якутии рассматривают предложение о создании на базе регионального Минэкологии организационной структуры, работа которой будет направлена на применение беспилотников для мониторинга ситуации с пожарами, подсчета поголовья животных и забора проб воды. Напомню, летом компания БАС провела пилотные испытания в Тампонском и Усьмайском районах Якутии, где проходили лесоавиационные работы. На основе результатов проекта были сделаны выводы о том, что перспективными направлениями использования БПЛА в республике могут стать информационная поддержка оперативных штабов по тушению крупных лесных пожаров и по работе наземных сил, лесопатологический мониторинг, противодействие незаконной хозяйственной деятельности в лесах и патрулирование лесного фонда.
В Якутии планируют изменить размер торговых надбавок на социально значимые продукты. Они должны вступить в силу с января следующего года. 25 субъектов России, имеющих на территории Крайнего Севера с ограниченным сроком завоза грузов, в том числе и Якутия, воспользовались правом регулирования торговых надбавок. Госкомцен по согласованию с предпринимательским сообществом утвердил перечень социально значимых продуктов. В него вошли 11 наименований товаров. Это мука, сахар, крупы, хлеб, чай и другие. Для труднодоступных населенных пунктов республики составлен уже расширенный список товаров из 17 наименований. Сейчас ведется работа по пересмотру этих надбавок. Мы, так как районы самостоятельно осуществляли установление этих надбавок, очень разные у нас, так скажем, подходы были применены. Сейчас мы пытаемся это все унифицировать, рассчитать. Основные расходы, которые попадают социально значимым в эту надбавку, это расходы на содержание, то есть торговых точек. Планируем надбавку закончить, рассчитывать где-то до 1 декабря и ввести в действие с 1 января 2024 года. В связи с реконструкцией ВВП аэропорта Черский введена субсидия на стыковочные рейсы до Якутска через Среднеколымск. Отмечается, что за прошлый год субсидией воспользовались более 60 тысяч якутян, а на финансирование программ, как и в этом году, было выделено более 1 миллиарда рублей. Кроме того, благодаря созданию единой дальневосточной авиакомпании, полеты внутри макрорегиона стали дешевле. Увеличилась и маршрутная сетка. Жители республики могут прямым рейсом добраться до Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска. Так, летом можно было улететь до Хабаровска за 9,5 тысяч рублей, а до Читы за 5 тысяч. В районах Якутии пройдет марафон финансовой грамотности. Напомню, мероприятие в районах республики пройдет с 23 по 28 октября. Как сообщили в региональном центре компетенции по финансовой грамотности, марафон включает в себя советы от экспертов для населения, трудовых коллективов, онлайн и офлайн уроки в школах и техникумах, мероприятия в дошкольных учреждениях. Также будут проведены конкурсы рисунков, плакатов, видеороликов, финансовые игры и многое другое. И мы вновь напоминаем, что сегодня 17 октября. Раскрытые цвета, которые улучшают настроение и дарят ощущение спокойствия. Психологи советуют добавлять в образы яркости из-за осенней непогоды. Итак, мы собрали 5 цветов, которые могут позитивно сказываться на ваше настроение. Это же, конечно же, в первую очередь желтый цвет. На втором месте синий, третье место занимает зеленый, далее оранжевый, а завершает список розовый цвет. Ну а что касается лунного календаря, затмения новолуния остались позади. И самое время, можно вот именно сейчас, лучшее время для того, чтобы записаться в салон красоты. Тем более, что почти вся неделя будет для этого благоприятной. Кстати, сегодня, 17 октября, благоприятный день для стрижек, окрашивания, химической завивки и выпрямления, а также наращивания и ламинирования. Не упустите возможность записаться в салон красоты и не откладывайте это надолго. А далее на очереди наша ежедневная рубрика. На календаре 17 октября. Сегодня отмечают День участкового терапевта и Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. По народному календарю Ерофеев день. В народе верили, что на Ерофея по лесам бродят лешие. В этот день в лес старались не ходить, даже в случае крайней нужды. Этот день в истории. В 1480 году в этот день началось знаменитое стояние на Угре, закончившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига. В 1740 году в этот день участниками экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский. 17 октября в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки, ставший к тому же первым музеем этого профиля в Европе. Его основал Николай Бартрам, художник, искусствовед, коллекционер и музейный деятель. В 1938 году в этот день в Советском Союзе учреждена медаль за отвагу. Согласно положению, им награждались за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. В 1945 году, 17 октября, Кёнигсберг включен в состав Советского Союза. Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями был включен в состав Советского Союза.
В апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая область, а спустя 3 месяца ее главный город получил новое название – Калининград, в память умершего всесоюзного старосты. В 1961 году в этот день открыт Государственный Кремлевский дворец. Одна из лучших и престижнейших театрально-концертных площадок Москвы и России. Он прочно закрепил за собой звание главной сцены страны. В этот день родились Григорий Орлов, российский государственный деятель, граф; Сен-Симон, французский социалист-утопист; Андрей Гречко, советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза; Иоанн Павел I, глава Римской католической церкви в 1978 году, 263-й папа римский; Яков Павлов, советский военный, герой Сталинградской битвы. Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон и Яков. Для нас, для утренних пташек, одной основной проблемой нашего утра, конечно, является утренний подъем. Порой у нас бывает и бессонница, ну а иногда прям так очень хочется спать, но именно тревожные и очень недобрые сны, конечно, мешают нам. И здесь на помощь может прийти культура индейцев, которая очень богата мудростью, любовью к природе и при этом мистическими историями, преданиями и, конечно же, талисманами. Одним из таких талисманов является ловец снов, или, как его еще называют, ловушка для снов, которая защищает спящего от злых духов. Амулет похож на паутину, и индейцы полагают, что плохие сны и злые духи попросту запутываются в этой паутине, не попадая в разум спящего человека. Что касается хороших снов, люди верят, что здесь этот талисман вполне способен исполнить самые сокровенные желания. Нужно только верить в это. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с творчеством матери большой и дружной семьи Анны Подобашевой, активной участницы всевозможных творческих выставок. Азам рукоделия нашу героиню научила мама. Теперь шитью и изготовлению своими руками небольших поделок обучает всех желающих. Популярный оберег «Ловец снов» может изготовить даже 3-летний ребенок. Окунаются в древнюю прям культуру, которые считали, что от всех невзгод и от страшных снов может спасти только этот оберег. Для создания такого оберега понадобится деревянный или ивовый круг, нитки макраме, всевозможные бусины и перья. Из нити внутри круга нужно сплести паутину. По индейским поверьям, все плохое запутается в ней и не навредит семье. И вот через эту паутину не проскакивали злые мысли, злые духи, проходили только хорошие. Она состояла из ниток, деревянные использовали обручи, деревянные треугольники, и очень много было перьев. Долгое время Анна работала в Доме культуры в Старой Табаге. На ее курсы по шитью приходили и дети, и старшее поколение. Вместе рукодельничали и пели. К ним за стол, когда попадаешь, у них там все время стряпанное, все время все это, они пьют чай. Не все сейчас так общаются, дай бог, чтобы это было у всех. У Анны 3 детей, самому младшему 1,5 года. Сегодня она хозяйка собственного ателье. Поймать удачу ей помогает позитивный настрой в любом деле. Ну а главное – найти занятие по душе. Долго ели торты, не налезли шорты. Если запомнить всего одну строчку из стихотворения, у вас больше никогда не возникнет вопроса об ударении в слове «торт» во множественном числе. Увы, так нас не учили в школе. Поэтому и возникает много ошибок в, казалось бы, простых и привычных словах. Давайте сегодня разберем еще одно распространенное слово из области овощной культуры. Можно заглянуть в историю. Слово «свекла» было заимствовано еще у греков, а уже в 16-17 веке оно активно использовалось. Если вы никак не можете запомнить и произнести это слово правильно, наша рубрика вам в этом поможет. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Прозрачный воздух, день хрустальный и лучезарный вечера. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Доброе утро, дорогие телезрители!
мы начали свою встречу с прекрасных слов Федора Ивановича Тютчева. А поговорим мы сегодня с вами об одном из даров осени. Я думаю, все согласны с тем, что осень – это изобилие овощей и фруктов. Но иногда названия этих самых овощей и фруктов приносят нам трудности в произношении и постановке ударения. Например, название овоща, чья мякоть, цвет мякоти которого очень сочетается с цветом осеннего леса. Вы догадались, о каком овоще идет речь? Конечно же, это свекла. А чтобы запомнить правильное произношение в этом слове, нам поможет стишок-подсказка. Посадила Фёкла в огороде свеклу. Давайте говорить правильно. Всего доброго! В Центре «Мои документы» Якутии с 9 марта 2022 года был запущен в работу сектор пользовательского сопровождения по новой технологии работы. Он предназначен для консультационной помощи гражданам, испытывающим трудности при оформлении услуг в электронном виде. Подробнее об этом нам сегодня расскажет аналитик отдела координации электронных услуг Центра «Мои документы» Мечена Гермогенова. Доброе утро. Здравствуйте. Что же такое сектор пользовательского сопровождения? Сектор пользовательского сопровождения, сокращенно СПС, это специальные рабочие места с доступом к государственным порталам предоставления услуг в электронном виде. Граждане, которые испытывают трудности по оформлению электронных услуг, могут обратиться в СПС для получения помощи. Специалисты МФЦ помогают найти нужное заявление и заполнить его и направить в орган. То есть это, по сути, такое некое рабочее место, да, где Да. вы не самостоятельно оформляете, а вместе со специалистом. Вместе с специалистом, да. Мгм. Куда можно обратиться в этом случае? Сектора пользовательского сопровождения организованы в 5 отделениях Центра «Мои документы» в городе Якутске, а также в Жатае и еще в 17 районных отделениях. Мгм. Как проходит обслуживание в окне СПС? В окне СПС обслуживание ведется в порядке очереди по режиму работы отделения Центра «Мои документы». Все операции, например, ввод пароля от личного кабинета, а также заполнение персональных данных, осуществляются заявителем самостоятельно, а специалист МФЦ помогает создать личный кабинет или восстановить к нему доступ, заполнить заявление, найти нужную услугу вообще и информирует о дальнейших действиях. Таким образом, человек приобретает навыки работы на порталах электронных услуг и в будущем может самостоятельно подавать заявление. Ну, то есть, а чаще всего вот люди обращаются к вам с какими вопросами? Ну, наверное, не могут разобраться в госуслугах, да? Да, вообще можно чаще всего по восстановлению доступа к личному кабинету. То есть забыли пароль, не могут восстановить, да? Да, на месте можно это сделать. Мгм. Для этого нужен только паспорт и СНИЛС. Наиболее чаще всего оформляют услуги, по которым органы ведут прием только в исключительно электронной форме. Например, это такие услуги, как постановка транспортного средства на учет ГИБДД, например, это еще присвоение адреса объекту недвижимости или продление или получение разрешения на хранение оружия. То есть это же все сейчас услуги, которые оформляются, как вы говорите, в электронном виде. И вот здесь у людей возникают вопросы. Сами пока не могут разобраться, да, к примеру, могут подойти к вам. Да. Отлично. И какие еще услуги можно вот оформить? Также еще, вообще в СПС можно оформить все электронные услуги, которые доступны на портале Госуслуги, также на нашем региональном портале Е-Якутия, а также услуги, которые есть на официальных сайтах ведомств. Это на сайте Пенсионного фонда, например, или Федеральной налоговой службы. К нам еще обращаются по услугам по оформлению всяких справок, например, о признании семьи малоимущей, отсутствие несудимости, также по оформлению выплат, например, детских пособий. Детские пособия, да, бывают еще, да, такие ситуации, когда действительно у людей это вызывает очень много затруднений, да, потому что пакет документов очень большой, еще нужно уметь владеть своим гаджетом, и не всегда, конечно, это получается успешно, да. А в чем основные преимущества от обращения через окошко СПС? Главное преимущество в том, что человек обучается работам на порталах и в будущем может самостоятельно подавать заявление электронно. А также в окнах СПС, так как заявления подаются электронно, то за результатом в МФЦ повторно подходить не требуется.
результат поступит человеку в личный кабинет, а также в личный кабинет ему будут приходить уведомления об изменении статуса обращений. Понятно. Но куда еще можно обратиться для оформления вот электронных услуг? Получить помощь при оформлении электронных услуг можно также в секторах электронных услуг. Такие сектора есть в городских и муниципальных библиотеках, но, конечно, нужно заранее уточнить наличие такого сектора в вашей библиотеке. Проще прийти мои документы. Сейчас ваших филиалов очень много по всей республике, да, там вам точно помогут. Ну, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир, рассказали вновь полезную информацию. Напоминаю, что Центр «Мои документы» каждую неделю отправляет своих специалистов именно к нам на эфир для того, чтобы вы, утренние наши телезрители, могли больше узнать о том, как можно оформить те или иные документы, получить справки, ну и самое главное, получить услуги Центра «Мои документы». Затрудняетесь, не получается, обращайтесь, специалисты вам в этом помогут. Осень для многих ассоциируется не только с золотой порой, но и с депрессией и апатией. Как не впасть в уныние вместе с увядающей природой? Специалисты советуют в такое время организовывать дома и на рабочем месте яркое искусственное освещение, выходить почаще на прогулки, к примеру, в обеденное время. Также нужно следить за питанием, хорошо высыпаться и соблюдать режим дня. Осень еще и время, когда можно уделить больше времени любимым увлечениям. Например, читать вместе с детьми. На очереди наша очередная рекомендация в рубрике «Книжная полка». Доброе утро, меня зовут Бурцева Кароляна, я ученица 3 А класса Национальной гимназии АИ КГТ. Сегодня я хочу рассказать недавно прочитанной книги Лирея «Волшебный дар и новый мир». История о том, как важно принять и полюбить себя таким, каким ты есть. Это рассказ про маленькую девочку по имени Лирея, которая живет в волшебной стране, где целый год царит зима и растут прекрасные растения. Когда Лирея родилась, духи природы одарили ее редкой силой, способностью менять свою внешность. Но Лирея не меняла свою внешность намеренно. Но когда радовалась, светилась как солнце, а когда грустила, была мрачнее тучи. Однажды Лирея всей семьей переезжает в другую страну на летающих кораблях. В другой стране Лирея очень скучала по бабушке и дедушке. Бабушка Лирея, как и моя бабушка, готовила по утрам вкусные оладушки и взбивала земляникой в перчах. А после завтрака с дедушкой выходили на улицу и клали оладушки на землю в виде круга. Так они благодарили дух природы. В новой школе учились удивительные дети, совсем не похожие на нее. Из-за этого Лирея очень переживала, что она совсем другая. Однажды она случайно услышала, как другая девочка говорит другим детям, что Лирея такая странная, как будто инопланетянка. Из-за этого Лирея еще больше стала сомневаться в себе. И в один прекрасный день она встала перед зеркалом и изменила свою внешность. А что было дальше, вы можете прочитать в детской библиотеке ДТК Центра чтения. Еще одна очень такая интересная новость. Невероятное солнечное затмение «Огненное кольцо» запечатлели жители в небе над Альбукеркой. Мы видим на кадрах редкое явление – частичное солнечное затмение. На черном полотне медленно проявляется полукольцо. Затем оно становится все меньше, преобразуясь в тонкий желтый круг. В пресс-службе НАСА сообщили, что явление будет видно жителям штатов от Орегона до Техаса, а люди в Пуэрто-Рико, части Аляски и Гавайев увидят частичное солнечное затмение без эффекта кольца. Следующее подобное зрелище произойдет только 8 апреля 2024 года. Явление «Огненное кольцо» происходит, когда Луна находится в самой удаленной точке от Земли. Так как светило находится дальше, чем во время полного солнечного затмения, оно кажется меньше и не закрывает все Солнце целиком. Вместо этого спутник Земли оставляет яркий солнечный круг на пике затмения, создавая эффект огненного кольца. Перенесемся совершенно уже в другую новостную ленту. Токийский стартап представил свой флагманский продукт Архакс, вдохновленным аниме. Этот робот с батарейным питанием высотой 4,5 метра может передвигаться со скоростью 10 км в час и менять форму, переключаясь с режима транспортного средства в режим робота. Им может управлять человек, находясь в небольшой кабине, оснащенной дисплеями, передающей информацию с 9 камер. А при наличии нескольких лишних миллионов долларов этим пилотом в ближайшем будущем может оказаться любой желающий.
Эта машина похожа на персонажа научно-фантастического фильма, но такие роботы скоро могут стать реальностью. Их можно будет купить почти за $3 миллиона у токийского стартапа Tsubame Industries. Он разрабатывал прототип последние 2 года. Робот высотой 4,5 метра отдаленно напоминает доспех из японского мультсериала «Гандам». Япония действительно сильна в индустрии анимации, игр и робототехники, а также в автомобилях. Поэтому я подумал, что было бы здорово создать продукт, который объединит все эти элементы в один. Робота назвали «Архакс» в честь динозавра Археоптерикса. Внутри кабины на мониторах отображается то, что снимают наружные камеры, так что пилот может без проблем маневрировать конечностями. По сути, можно сесть внутрь и им управлять. У него 26 шарниров, и им можно управлять из кабины. Такую машину можно будет применять в разных областях. Его можно использовать при оказании помощи во время стихийных бедствий, а также для работы в космосе. Вместо того, чтобы использовать несколько роботов, мы хотели разработать многоцелевое рабочее оборудование, когда один робот может выполнять несколько задач. В конце октября робота представят на выставке Japan Mobility Show. Позже Tsubame Industries планирует продать 5 таких машин. Каждая будет стоить $2 700 000. Безработица. Сегодня на интересующие нас вопросы ответит Айталина Захарова, HR-консультант по управлению персоналом и основатель и директор первого в городе HR-агентства. Для начала давайте поприветствуем нашего утреннего гостя. Айталина, доброе утро. Доброе утро. Давайте разберем, кто же такой HR-специалист. Вот это слово, наверное, для многих сейчас будет немножечко непонятно, да? И чем он отличается от простого кадровика? Да, действительно, часто путают специализации HR и специалист отдела кадров. Просто, наверное, привыкли по старинке, да, так называть. Но на самом деле различия очень большие. Специалист отдела кадров – это человек, преимущественно, который занимается ведением кадрового дела производства, составляет приказы, прием увольнения, отчетности. А HR – это аббревиатура от английского Human Resources, и прямой перевод звучит как «человеческие ресурсы». То есть HR-менеджер – это менеджер по управлению персоналом. Вот. Я про себя называю HR, сравниваю с таким неким элитным бойцом, который готовит новичков, новобранцев к бою компании за результаты, за рост, за прибыль. То есть этот специалист должен работать в разных направлениях, да? Да, совершенно разных. Да. HR появляется в компании от 5 сотрудников, и, соответственно, он ведет полностью всю работу с персоналом. Вот такой необходимый человек. Очень необходимый человек, и вот мы знаем, что вы являетесь основателем, да? То есть у нас в республике это не очень популярная профессия, да? Пока что, да, только начинает набирать обороты. Ну, хочу сказать то, что вот к нам поступают различные запросы на подбор персонала. HR-менеджер у нас примерно каждый 3-4 запрос у нас уже на HR-менеджера, и это радует. И есть показатели, да? Да. Говорят, что кадровый голод привел к рекордному низкому уровню безработицы. Говорит ли это о том, что работу сегодня найти стало легче? Да, действительно, сейчас, наверное, только ленивый не слышал о том, что у нас идет такой глобальный кадровый голод. Я могу сказать, что есть основные причины возникновения этого кадрового голода. Первое – это демографическая яма, которая у нас возникла, да, низкая рождаемость после 90-х, и, кстати, до сих пор это продолжается. Второе – это последствия пандемии, потому что множество людей, они перешли на фриланс, стали самозанятыми. Открывается много бизнесов, появляются новые рабочие места. И третья основная причина – это ситуация в целом по стране, которая привела к оттоку населения, оттоку мигрантов. Вот. Но с этим можно работать просто потому, что люди-то они есть, они никуда не делись, поэтому учимся работать в новых реалиях. Да, действительно, можно говорить о том, что выбора у соискателей стало больше. Даже приводятся такие статистики, что на одного соискателя сейчас приходится 5 вакансий. То есть сейчас рынок труда кардинально поменялся, сейчас соискатели выбирают, на кого работать.
Вот. Но это не значит, что не нужно готовиться, не нужно готовить резюме и так далее. Все равно работодатели, они всегда преимущественно выбирают по опыту, по знаниям, по компетенциям, по ценностям. Очень интересно вы рассказываете, да, действительно не задумываешься, да, об этом вот в простой жизни, думаешь, ну, плывем и плывем по течению. На самом деле ситуация кардинально изменилась, да, на сегодняшний день именно на рынке Да, вот труда. учимся, да, становимся гибче. А вообще причины и решения этой проблемы существуют? Вот вы же как специалист, наверное, понимаете о том, что нужно сделать для того, чтобы вот ту самую яму закрыть, да, ну и, собственно, людей трудоустроить. Да, исследователи говорят, что это будет еще продолжаться. Дна кадрового года мы еще не достигли, поэтому учимся с этим работать. И не зря у нас становится популярной профессия HR, просто потому что немножко нужно сместить фокус. Да? Нужно перестать кричать, жаловаться на кадровый голод, а обратить свой фокус на кадровое удержание. Больше обращать внимание на сотрудников, работать с ними, понимать, да, работать на то, чтобы они надолго оставались в компании, ну, и были, в общем-то, счастливы на рабочих местах, потому что счастливый сотрудник приносит хорошие результаты. Нас и так мало, да, Нас поэтому и так любите, мало, берегите нас, да? Хорошо. Совершенно верно. А вот, наверное, вы, как никто другой, знает о том, на сегодняшний день, каков уровень заработной платы в Якутске, вот конкретно, и вообще какую, в Якутии, наверное, даже больше спрошу, и какую минимальную заработную плату должен платить начальник своему сотруднику? Да, зарплата — это вообще считается, что это основное, хотя мы не хотим, чтобы люди к нам приходили работать только на деньги, но зарплата — это основной фактор, по которому человек выбирает свою работу. Есть у нас прекрасная служба статистики, которая ежемесячно, ежеквартально, ежегодно приводит данные, да, о среднемесячном размере зарплаты жителей Якутии. Так вот, недавно статистика привела данные о том, что цифра достигла, невероятная цифра, на самом деле, 104 тысячи рублей в месяц. Я видела зарабатывает у нас среднестатистический житель Якутии. Но мы понимаем, что эта цифра такая номинальная. На самом деле, ну, цифры разнятся в зависимости от вакансии, от насколько там опытный человек нужен. Я всегда советую работодателям, прежде чем выпускать вакансию, посмотреть, а сколько предлагают ваши конкуренты, да, сколько просит необходимый соискатель, сравнивать и отталкиваться от цифры. Ну, нужно платить по рынку, не нужно, чтобы сотрудники выживали, нуждались и так далее. Ну и, соответственно, сразу возникает вопрос как для соискателя, так и для человека, который просто находится, может быть, сейчас в поисках вообще своего жизненного пути, да? Какие площадки вообще сегодня очень эффективны для поиска сотрудников? Да, их очень много, на самом деле, их около сотни. Это та же рекламная стратегия, это та же маркетинговая стратегия по поиску сотрудника. Мы в своей работе используем разные площадки. Во-первых, это, конечно, работные сайты. Во-вторых, мы активно используем рекомендации через знакомых, проводим акции, там, приведи друга своего, да, среди своих сотрудников. Важно очень работать с образовательными учреждениями, потому что оттуда выходит очень много эффективных, классных сотрудников. Да. Ну и набирает обороты кадровые агентства, такие как наше, да, то есть работодателю не нужно тратить свое время, приходит к нам, передает нам профиль, и мы под ключ подбираем и приводим тех самых людей, которые станут, да, тем самым. Но это такая очень большая ответственность, да, потому что и огромную работу нужно проделать. Это работа с людьми, да, это работа с живыми людьми, это сложно, но интересно. А что нужно сделать, чтобы компания стала привлекательной? Ну вот, допустим, малоизвестная компания пришла к вам и говорит, найдите мне сотрудников, вот полную команду мне соберите, а вот вы о ней ничего практически не знаете, и, соответственно, я, например, как там, человек, который ищет работу, я скажу, а это вообще кто и что это? Вот что нужно сделать для того, чтобы компания именно стала привлекательной? Для того, чтобы компания стала привлекательной, нужно, во-первых, обратить внимание на текст вакансии, на то, как мы обращаемся, что мы пишем о себе, какие данные, какую информацию она несет. Это должно быть не просто сухая, там, стабильная компания, развивающаяся в связи с расширением требуется. Ну, как под копирку все обычно пишут. Да. Вот самый простой совет, чтобы привлечь к себе внимание
внимание соискатель, это написать интересную вакансию, ну и, во-вторых, естественно, разместить на классных площадках, популярных. Да. И если мы конкурируем, допустим, с каким-то гигантом, ну, допустим, если мы не Алроса, там, не Газпромбанк, да, ставить свой фокус на то, чтобы, что мы еще даем, кроме денег, какие классные у нас условия, да, может коллектив, может у нас какие-то классные традиции, может у нас идея есть, миссия, да, настолько вдохновляющая, что она будет заряжать всех вокруг, и просто человеку будет каждое утро приятно идти на работу. То есть не всегда цифры важны, да? Не То есть всегда. указывать, что вот будет зарплата, а вот зачастую даже вот люди, которые ищут работу, они первым делом смотрят, какая зарплата. Да, конечно. Они смотрят сначала на зарплату, а потом смотрят, что за компания, а потом смотрят, что нужно делать. Да. Ну, вот. Главная задача текста вакансии, чтобы человек заинтересовался и обратился, отправил свое резюме. Очень интересная у вас работа, действительно такая редкая и, мне кажется, очень полезная, потому что вы упрощаете жизнь и соискателю, и человеку, который ищет работу, да. Ну и, в принципе, мне кажется, вот этот тандем потом принесет пользу и результат не только нашей столицы, но и всей нашей республики. Да, я тоже надеюсь. И у меня будет такой совет, можно сказать, всем работодателям на сегодняшнее утро. Просто начните обращать внимание на сотрудников, да, просто вот придя на работу, обратитесь к ним, спросите, да, просто, как у тебя дела, какие новости, как у тебя идет работа, в чем сложности, что нравится. Я уверена, вы много узнаете. Нам повезло, у нас именно такое руководство, которое практически каждое утро нас приветствует и узнает, как у нас дела, не ругает нас, а вот именно узнает, как настроение, как дела. Здорово. Ну вот, человечное отношение, это очень важно. Очень важно. Да. Спасибо большое, Талина, Вам за спасибо. такую интересную беседу. И я думаю, мы увидимся еще не раз, и ваши советы и в последующем будут очень полезными, а самое главное, будут приносить результат. Спасибо. Наверное, многие из вас, дорогие друзья, заметили, что Руслана Ачирова давным-давно нет в прямых эфирах. На самом деле с ним все замечательно и хорошо. Он находится у нас в отпуске, но полезная информация от него продолжает поступать в наши прямые эфиры. И сегодня она будет посвящена автолюбителям. Что делать, если шины быстро изнашиваются? Вот именно в этом разобрался мой коллега Руслан Ачиров. Доброе утро, друзья! Я думаю, что многие из вас являются автолюбителями, и бывает такая неисправность, как быстрый износ шин, или вообще машина плохо управляется. Либо вы делали ремонт ходовой части, и вас беспокоит управление автомобилем. И чтобы быть спокойным или устранить эту неисправность, мы приезжаем на сход-развал. Давайте сегодня мы пообщаемся с таким специалистом. Основная проблема, из-за чего люди приезжают, и для чего нужно, чтобы колеса были ровными? Тут три варианта. После ремонта, после обслуживания, там сняли пыльник, заменили смазку на рулевой тяге, на наконечниках, на шаровых, на приводах. Ну и переобувка. Да, даже переобувка? Да. То есть, если, например, поменял летние колеса на зимние, то может это как бы повлиять? Да, схождение с развалом идет. То есть мы, возможно, даже вовремя приехали. Да, и тем более сейчас с ценами на резину очень актуально. Ну вот, кстати, чем чревато, да, это, насколько я знаю, может подъедать резину, да, то есть с какой-то, с одной стороны или там... Да, внутреннюю или наружную часть, это в какую сторону ушло схождение. А как можно определить, что, допустим, человек ездит, вроде все устраивает, но есть ли какие-то признаки того, что пора ехать на сход-развал? В зависимости от погодных условий. Лето сейчас, зима. Летом, например, после ремонта, не такого уж небольшого, там, как замена шаровых, потому что рулевые тяги, замена наконечников – это 100% регулировка. Шаровые еще более-менее изменения внесут, но, опять же, летом при горячей, жаркой погоде, точнее, резина будет свистеть. То есть свист резины, да, это уже первый признак. Зимой машина будет неуправляемая. А приезжают сюда люди после ДТП. После ДТП мы в процентах 80 помочь уже ничем не можем. Там уже это повреждение кузова, да, повреждение кузова, либо замена полностью всех комплектующих, которые, если пострадало колесо, диск, резина, то это 100% стойка, ступица, рычаг,
рулевая тяга и наконечник. Вот это все замена, проверка, сход развала. Если развал вне зоны допуска, значит повело кузов. Но уже ничем помочь нельзя. Да, регулировка здесь не поможет. Если машина, например, новая, либо свежепригнана, например, с Японии, либо европейская, ну, типа корейская, леворукая машина с завода-изготовителя, скажем так, то, ну да, два раза в год в наших климатических условиях, после замены зимней на летнюю, либо наоборот с летней на зимнюю. Это в случае того, что без ремонта. Понял. Потому что если, например, сейчас, если последний раз ты делал 3 года назад, то придется греть. Даже греть? Да, потому что они закисают. Так, ну давайте посмотрим. Вот, например, вот они рыжики. Дорогие телезрители, следите за своими автомобилями, делайте своевременное техническое обслуживание, и ваша машина прослужит вам долго. И вновь давайте передадим слово нашим коллегам из новостного отдела и узнаем, какие же новости произошли на территории республики и за ее пределами. Доброе утро. Коротко о главных событиях к этому часу. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях официально закроется с 18 октября. После официального закрытия переправы повысятся цены на перевозку грузов, пассажиров и транспортных средств. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Анатолий Потапов. После закрытия навигации, в зависимости от благоприятных климатических условий, паромы будут курсировать до конца месяца. Как пояснил руководитель, цены на перевозку не изменятся. Тарифы, утвержденные в 2016 году, будут действовать и в этом. Паромные переправы у нас на сегодня 13 паромов работают на направлении Якутск-Нижний Бестях. И с 18 октября они переходят на уже межсезонный тариф. Это до 25 октября они будут ходить по направлению Якутск-Нижний Бестях. Но в связи с теплой погодой в центральной части Якутии у нас вот закрытие паромной переправы еще мы посмотрим по зависимости от природно-климатических условий. Гидрологи гидромедцентра Якутии дали прогнозы устойчивого ледообразования на реках. Так, например, на реке Лени на участке Покровск-Якутск образование льда начнется 20-22 октября, что позже нормы на 5-7 дней. На реке Алдану-Тамота прогнозируют 19-20 октября при норме 11, на участке реки Вилюй-Сунтар-Нюрба 19-21 октября, что также позже нормы на 7-9 дней. Образование льда сегодня наблюдается на Лени у поселка Жиганск, на Амге у села Амга. На Вилюе на участке Вилюйск-Хатырык-Хомо идет редкий шугоход. С наступлением зимнего периода осложнилась ситуация на дорогах. Перепады температуры, плохая видимость, резкие маневры, гололед могут стать причиной аварийных ситуаций. В выходные дни из-за обильного снегопада было затруднено движение на трассе в сторону поселков в Нерюнгринском районе. Особенно тяжело приходилось водителям на горных перевалах. На городских дорогах внутриквартальных проездов также следует быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасности. Подъезжая к пешеходным переходам, необходимо снизить скорость, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только по специальным переходам на разрешающий сигнал светофора. На нашей территории зарегистрированы 2 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Образовались на федеральной автодороге дорожные заторы, а именно связано это с большегрузами, которые передвигаются по нашей федеральной автодороге. Рекомендовано водителям большегрузов парковаться на парковочные зоны для того, чтобы переждать гололед. И рекомендуется им, чтобы они потом, когда уже более-менее подтайка идет, чтобы они продолжили путь. 2 снегоболотохода закуплено для нужд Министерства внутренних дел республики в рамках государственного оборонного заказа.
Они предназначены для выезда следственно-оперативных групп, доставки спецоборудования на места происшествия и перевозки задержанных в регионах с плохо развитой дорожной сетью. Гусеничные вездеходы выпущены на основе кузова УАЗ, имеют заднее расположение ведущей звезды и асфальтопроходимые гусеницы. Относится к классу особо легких вездеходов. Конструкция обеспечивает размещение 5 сотрудников, служебной собаки и 2 задержанных. Снегоболотоход имеет полный ход в 300 км при загрузке в 1000 кг, но шасси 50 км в час и 5 км на плыву. Такая техника уже имеется в 4 отделах полиции в Алайховском, Булунском и Среднеколымском, а также Устьянском районах. Показывают себя хорошо. Там, где не могут пройти обычные автомашины, грубо говоря, 4 ВД, эта техника может дойти в любые точки. И в болотистой местности, и также по непроходимым лесам. Эти машины мы заказывали еще в 2019 году. И вот сейчас 4 машины прибыло. До этого в 2021 году последняя машина приходила. И вот сейчас 2 единицы еще прибыло. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на телеканале Якутия-24. Доброе утро всем тем, кто только присоединился к нашему прямому эфиру. Это «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Напоминаем вам, дорогие телезрители, что у нас есть активный телеграм-канал, к которому вы можете подписаться прямо сейчас, если вы еще этого не сделали. Отсканируйте, пожалуйста, QR-код и присоединяйтесь к нам. Там всегда есть полезная информация, последние новости, ну а самое главное, есть обратная связь. Вы можете написать свои желания, поздравления, может быть, интересные темы для обсуждения. Ну а мы, в свою очередь, обязательно ответим вам. Ну а теперь переходим еще к одной мировой новости. 104-летняя Дороти Хофнер стала самой пожилой парашютисткой в истории. Женщина из Чикаго совершила очередной прыжок с парашютом. Дороти впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя свой 100-летний юбилей. Похоже, это самая пожилая парашютистка в мире. Жительница Чикаго Дороти Хофнер 104 года. На днях она совершила прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Ее сопровождал инструктор. Думаю, если есть возможность, иди и наслаждайся процессом, и тебе понравится. Полет длился 7 минут. На земле женщину встретили бурными аплодисментами. Незабываемо почувствовать под собой землю. Замечательно, мне понравилось. Только я не поняла, почему меня так встречали. Я думаю, многие, кто увидел это, подумали: боже, если она может это сделать, то почему я не могу? Дороти может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая парашютистка в мире. Пока ею считается 103-летняя шведка. Она установила рекорд в мае прошлого года. В декабре Дороти исполнится 105 лет. Я не старая, я просто становлюсь старше. Следующим летом женщина планирует полетать на воздушном шаре. Как нам стало известно, 104-летняя Дороти Хофнер, поставившая мировой рекорд, на днях не стала. С ее прыжка прошло чуть больше недели, и женщина умерла во сне в своей комнате в доме престарелых. Ее смерть также наступила за несколько дней до того, как Хофнер должна была прийти специальная комиссия из офиса Книги рекордов Гиннесса. Она должна была подтвердить, что парашютистка действительно прыгала с такой высоты. Из таких вот историй понимаешь, что несмотря на свой солидный возраст, человек не теряет стремления к жизни, а также к такому экстриму. И мечты все-таки сбываются. Ну а мы продолжаем. И еще одна новость из такой, знаете, мировой ленты. В Ереване стартовал международный фестиваль аэростатов. Десятки воздушных шаров поднялись в небо над Ереваном на 5-м международном фестивале аэростатов «Открой Армению с неба». На кадрах участники надувают шары на площади Республики и пролетают над центром столицы. По словам организаторов, фестиваль проводится ежегодно в октябре месяце. В этом году на фестивале на воздушных шарах полетали дети, приехавшие из Карабаха, а также могут полетать журналисты и фотокорреспонденты, чтобы красиво снять Ереван с неба. Сегодня замечательный, знаменательный день. Проводится международный фестиваль в прекрасном городе Ереван. Мы ехали сюда на протяжении 2500 километров за 3 дня. Мы приехали в прекрасную республику Армению. Сегодня участвуют 20 аэростатов из России, Бразилии, Польши, Болгарии.
прекрасная обстановка, замечательное настроение. Рады быть в Ереване. Пилот из России Аин Шайдурин поделился, что его команда проехала больше 2500 километров ради участия в этом фестивале. Организовываем различные фестивали, но такого рода фестиваль мы проводим раз в год в октябре. В этом году также решили его проводить. В этом году на фестивале на воздушных шарах полетают дети, приехавшие из Карабаха, а также могут полетать журналисты и фотокорреспонденты, чтобы красиво снять Ереван с неба. В этом году, кроме хозяев соревнований, к участию заявлены экипажи из Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Литвы, России и Японии. Фестиваль стартовал в субботу, 14 октября, и продлится до среды, 18 октября. Но и завершить наш эфир мы хотели бы замечательной новостью из мира красоты, которая связана непосредственно с нашей Якутией. Так, Любовь Хохолова взяла титул второй вице-мисс России национального конкурса красоты. 22-летняя красавица дефилировала в костюме от Августины Филипповой, а на конкурсе талантов представила шоколад ручной работы. Чем еще удивила членов наша Любовь? Почему она посвятила победу своей бабушке? Подробности в материале Айсены Бурнашовой. Второй вице-мисс Россия 2023 становится Любовь Хохолова, Республика Саха-Якутия. Блистательная и лучезарная Любовь Хохолова на сцене сияет ярче софитов. Ее походка и грация вкупе с талантом и харизмой позволили девушке выйти одной из 3 победительниц конкурса, чего стоит и улыбка красавицы. Глаз не оторвать. Второй вице-мисс Россия 2023. У меня очень предательски тряслись щеки. У меня сводило мышцы, и они начинали трястись. Вначале я вообще не понимала, что происходит. Вот. И осознание пришло, наверное, даже не сразу, не вот на сцене, а спустя сутки или даже 2, когда я хорошенько выспалась и поняла все это. Рада безумно. К своей мечте стать главной красавицей страны якутянка шла с детства. Она родилась в Алекминске, жила в Намцах, школу окончила в Якутске. Кстати, Любовь Хохолову якутяне могли видеть и на республиканских конкурсах красоты. В 2018 году это был конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия», где победительницей стала Наталья Строева. Но тогда мне было 16, и, если сказать честно, то на момент кастинга мне сказали, что тебе 16, и ты не победишь. И вот девушке 22. Дверь открыта в «Мисс Россия». Долгая дорога к успеху, как и подготовка к конкурсу. За 2 месяца до финала девушка скинула 7 килограммов. Впервые приготовила шоколад. Это понадобилось для этапа талантов. И готовилась к главному выходу в национальном костюме, который весил почти 25 килограммов. Все были в шоке, наверное, когда ты выходишь в том костюме, и все такие: что это такое? Это было очень шикарно. Волнительным оказалось и народное голосование. За Любовь Хохолову отдали свой выбор почти 5000 человек. Я боялась, только думаю, Якутия будет спать. Кто проснется, кто вообще будет голосовать? Да, без этой поддержки я бы, наверное, не чувствовала себя так уверенно. Красивые, обаятельные, притягательные и самые лучшие девушки страны. В этом году на национальный конкурс поступило более 85 000 заявок. В финал вышли лишь 50 девушек. Лучшими стали 3. Вторая вице-мисс Любовь Хохолова. Любовь Хохолова, Республика Саха-Якутия. После конкурса жизнь вернулась в прежнее русло, говорит якутянка. Впереди лекции, Любовь учится на психолога и работа. Она инженер. А свою победу в самом красивом конкурсе страны девушка посвящает бабушке. Я уверена, что она была, что она гордится мной. Вот. Ее нет с нами уже 2 года. Я ее очень любила, и меня назвали в честь нее. За что бы я ни взялась, всегда чувствовалась любовь и поддержка. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Продолжая тему красоты, напоминаем вам о том, что у нас на телеканале «Якутия-24» продолжается первое реалити-шоу «Городские девчата».
5 красивейших девочек окунулись в мир сельской жизни. Каждую неделю вы можете посмотреть в воскресенье в 19:00 очередной выпуск программы. Там очень много эмоций, там уже, знаете, бывают какие-то уже скандалы, склоки. Ну а самое главное, каждый раз им приходится проходить некие испытания. Ну а далее они, конечно, получают баллы. Кто же станет победителем этого реалити-шоу, мы узнаем совсем скоро. Вот и подошел к концу наш очередной эфир. Дорогие наши телезрители, напоминаем вам о том, что сегодня на улице очень ветрено. Поэтому, если вдруг вы сейчас еще собираетесь выйти на работу, либо собираете своих детей, то будьте внимательны. Ведь сегодня температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -8 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до 0 градусов. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся уже совсем скоро в 7:00 на телеканале Якутия-24. Завтра у нас профилактика на телеканале. Эфира не будет. Увидимся в четверг.